Землю населяет множество народов. Каждый этнос вносит огромный вклад в общее культурное наследие нашей планеты. Это касается рэпа и хип-хопа в целом. Ведь музыка — это универсальный язык, самый понятный и доступный способ общения. Йоу, всем привет, Кокраш на связи. Я вещаю из самого центра страны вечно синего неба, города Улан-Батор. Сегодня я хочу рассказать вам о самых лучших монгольских рэперах. Я составил свой личный топ-10 и хочу вам его продемонстрировать. Вы готовы? Поехали! iStop – одна из первых монгольских рэп-групп, состоящая из 8 участников. Датой основания того iStop, о котором мы знаем его сейчас, считается 13 октября 1998 года. Но история берет свое начало 2 годами ранее, когда ребята в количестве 16 человек объединились в танцевальный коллектив. Недавно музыканты отметили юбилей 25 лет в деле. Самый активный период творческой деятельности iStop выпал на первую половину нулевых. Именно в это время они записали львиную долю своих альбомов, сняли десятки клипов, дали сотни концертов по всему миру. В 2006 году приезжали в Россию. В городе Иркутск отыграли совместный концерт с известной ростовской группой «Каста». Рэперы объехали свыше 20 провинций у себя на родине, выступали во внутренней Монголии и Китая, Южной Корее, Англии и других странах. Самая популярная песня iStop в российском сегменте «Амасой». Русскоязычному слушателю пришлось по душе агрессивное исполнение с монгольским колоритом. На форумах даже шутили: рэп, под который хочется платить или взимать дань. Lumina – монгольский олдскул проект, основанный в 1996 году. Как и большинство монгольских групп, они любят включать в свои песни элементы традиционной музыки. На создание группы вдохновил человек по имени Джейсон, который работал учителем английского языка у них в школе. Именно он познакомил своих учеников с хип-хоп музыкой. В 1998 году ребята начали выпускать треки. Это был классический рэп, характерный духу того времени. Но ближе к 2000-м участники группы пересмотрели подход к творчеству, отдав предпочтение мелодичным минусам и вокальным припевам. Музыканты продолжают заниматься творчеством. По сей день выступают, записывают песни и выпускают клипы на собственном YouTube-канале, которые собирают миллионы просмотров. В начале 2022 года в честь 24-летия коллектива отправились в тур по Соединенным Штатам Америки, дав концерты в 5 крупных городах – Чикаго, Вашингтон, Д.С., Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Стоит отметить, что это не первые их гастроли по штатам Нового Света. В 2017 и 2018 годах они качали американцев примерно в тех же городах. Татар – рэп-группа, созданная в 2001 году 3 друзьями. Выпустили около 6 альбомов. Большинство релизов отсутствует на цифровых площадках. В 2008 году впервые дали концерт в городе Улан-Удэ. 13 сентября. Площадь Советов. Бесконечная толпа людей, движущихся в одном ритме. И этот ритм задают татар. Так масштабы популярности этой группы в Бурятии описал местный журналист. Интересные факты. Все участники родились в один год и практически в один день. Моги и Джага 5 августа, а Зая 4 августа 1984 года. Друзья детства ходили в одну школу под номером 39 и по окончанию создали одну из лучших рэп-групп Монголии. Первый альбом вышел в 2004 году, который так и назывался «Татар». Ребята следом дропнули The Second Album и The Third Album. В 2006 году свет увидел Баронд Гансара, который подарил монгольскому миру такие хиты, как «Боро» в переводе на русский «Дождь» и «Гансара 1». В 2008 году, выпустив по-западному модный и по-восточному жесткий альбом Freedom, ушли в творческий отпуск. В Улан-Баторе поговаривают о том, что участники группы ушли в бизнес. Однако лидер группы Зая до сих пор в деле, выпускает сольные и совместные треки.
Kerajaan Ba Eng, в переводе с монгольского «Война и мир» или War and Peace. Группа была создана в 1997 году. Развивать хип-хоп в стране, создавать аутентичные треки, с помощью лирики вселять правильные мысли в умы людей было главной целью этой команды. Первое выступление состоялось 5 февраля 1998 года, где они с коллегой-англичанином Джейсоном Готфридом исполнили трек «Оружие». Не тот ли это Джейсон, который преподавал инглиш в школе? Заявив о себе на большой сцене, музыканты выпустили трек «Оружие 2», записанный в коллаборации с другими MC из Монголии Эрхчулу, Туху, Монтареп и Lumina. Лидер и идейный вдохновитель объединения War and Peace MC писал биты для себя и других участников гэнга, но в 2003 году прекратил творческую деятельность. Последний раз его видели в фильме 2012 года «Mongolian Blink», где он вместе с Джинни Куизой и Биг Джи рассказывал о пути становления монгольского хип-хопа. Потом я узнал, что его не стало, как и другого участника группы. Энг Тайван, так на самом деле зовут музыканта. Я внимательно послушал их работы и проникся философией каждого трека. Как же круто звучал бум-бэп, созданный на рубеже 2000-летий. Вспомнились старые кассеты от Pavian Records. Также мои друзья сказали, что мы с ним очень похожи внешне. Rest in peace. Клик-клик-бум. Их творчество я бы назвал второй волной монгольского хип-хопа. Именно из этой группы вышел, пожалуй, самый популярный монгольский рэпер Биг Джи. Начало его карьеры было очень тяжелым. Он жил в одном из бедных районов Улан-Батора, где и начал заниматься рэп-музыкой. Сегодня покрытый татуировками рэпер водит большой хаммер. Его часто можно видеть гостем на популярных телешоу, в различных рекламных интеграциях, хедлайнером на крупных мероприятиях. Биг Джи — это тот самый MC, воплотивший сценарий хип-хоп сказки «От нищеты к богатству». Его знают в Китае, в Корее и даже в России, ведь он сотрудничал с бурятскими рэперами Хатхурзу и музыкантами с Калмыкии Бадонгом. А его трек стал самым настоящим мемом. Но на самом деле он пишет очень трушный рэп, ведь в своих текстах он говорит о социальных проблемах Монголии, поднимает вопрос безработицы, алкоголизма, коррупции и многое другое. Плюс мне о нем рассказывали как об очень умном, начитанном человеке, свободно разговаривающем на английском и русском языке. Вот с кем из монгольских рэперов я больше всего хочу познакомиться лично. Десант, экс-группы Gangsta Service, в переводе на русский «Гангстерский сервис», начал читать в 2006 году. Мне нравится его бандитский тембр голоса. Когда я слушаю его треки, я верю каждому слову, несмотря на то, что пока что не понимаю монгольский язык, но скоро я его подучу и заценю как следует. Дебютный альбом Desanta Presence вышел в 2010 году и имел огромный успех среди любителей качественной хип-хоп музыки. Сегодня он является генеральным директором и основателем лейбла Backyard, выпустившим популярное телешоу с одноименным названием, благодаря которому на рэп-сцене страны вечно синего неба появились такие имена, как Rate Bass, Trap Jakul, Thunder и многие другие. Когда в 2013 году легендарные Onyx приезжали с концертом в Монголию, Клик-Клик-Бум не просто выступали у них на разогреве, а зачитали на сцене вместе с Фред Растаром и Стики Фингасом. Позже записали совместный трек и сняли клип. Вот это я понимаю уровень. Гинджин рифмует с подросткового возраста. Первый его серьезный хит вышел в 2014 году. Трек про пятую точку «Пока задница хороша, все в порядке» принес исполнителю большую популярность. Артист начинал свой путь в составе команды Лой Чохсон, состоящей из Гинджина, Lil Tagi и FLA. Эта группа также известна как монгольские Мигос.
Музыкант 4 года жил на Тайване, где знакомился с китайской культурой и вел активную подготовку к покорению монгольской рэп-сцены. Последние годы он экспериментирует со звуком и расширяет географию своего творчества в сторону Запада и Китая, сотрудничая с гонконгскими рэп-группами и музыкантами из Тайваня. Гинджин умеет говорить по-английски. В треках Hot Boy и Billboard умело рифмует на монгольском и инглише. В 2020 году вместе с артистами из Бурятии Алихан Дзе и Сарюной записал саундтрек к фильму «Халут» на древнем монгольском языке. ЦЦ в деле с 2008 года. Выпустил 4 официальных альбома и множество синглов. Фитовал с Оппозитом, Гинджином и многими другими. В 2019 году вместе с известной монгольской певицей Ука выпустил большой хит «Гарат Ир» и снял на него клип в одном из китайских мегаполисов. В 2022 году записал трек о любви к полным женщинам, сопроводив песню с мощным видеорядом с участием пышных красавиц, и отправился в европейский тур, дав концерты в 5 странах: в Берлине, Германия, Вене, Австрия, Будапеште, Венгрия, Праге, Чехия и Ренессе, Нидерланды, посетив по пути Францию и Англию. А в этом году поехал в мировое турне, отыграв концерты в американском Лос-Анджелесе, турецком городе Стамбул и австралийском городе Сидней. Судя по инстаграму, ЦЦ очень сильно любит готовить и свободное от рэпа время проводит на кухне, обжаривая сочные стейки в ресторане японской кухни Чикара. Если что, это не реклама. Вулфизм начал свою карьеру в 2015 году и уже в 2017 выпустил дебютный альбом на лейбле вышеупомянутого Big G Real. У рэпера есть одна отличительная черта. Если обычные MC в треках выкрикивают «Йоу» или «У», то главной фишкой вулфизма является волчий вой. Данный артист сотрудничает с монгольским LJ Дон Диором, музыкантом с татуировками на русском языке 168 и другими фрешманами. Имеет тату на шее и постоянно ходит в темных очках. Несмотря на то, что музыкант двигается в стиле трэп, в его треках часто встречаются диджейские скретч-партии, отсылающие к звучанию классического хип-хопа. В 2021 году записал саундтрек к монгольскому боевику No Rules, не по правилам. Я хочу, чтобы все запомнили, каждый из нас в этой жизни либо волк, либо не волк. Ауф! Вандеба – дуэт из города Дархан, состоящий из 2 участников Ванды и Эба. Карьера группы началась 22 июня 2017 года во время обучения в Университете науки и техники. 8 декабря 2018 года группа выпустила свой дебютный альбом Moonhood 21 на лейбле Belushi Records. А в 2019 году перешли на лейбл Monstar Production и выпустили свой второй альбом The One Debo, состоящий из 21 трека. Студия Monstar TV успешно занимается съемкой клипов и промоушеном их творчества. В 2020 году рэперы приезжали в Россию снимать клип на Байкале. Не знаю как сейчас, но в 2022 году они были самым топовым бэндом. В Улан-Баторе их треки звучали из каждого утюга, а в магазинах типа CU и GS25 продавались тетрадки для школьников с их улыбающимися лицами. Вообще, монгольский рэп — это отдельная вселенная, где есть не только представители старой и новой школы, а еще и девушки MC, а также монголы, проживающие как во внутренней Монголии, относящиеся к Китайской Народной Республике, так и монголы, проживающие в Российской Федерации, в степях Республики Бурятия, Калмыкия, Забайкальского края и Иркутской области. Обо всех этих интереснейших творческих людях хотелось бы записать отдельные ролики. Уважаемые слушатели,
Как вам мой личный топ-10? Если я что-то упустил или неправильно назвал, поправьте в комментариях. И поставьте жирный лайк, ведь мной был проделан огромный труд. За неимением информации на русском языке мне пришлось переводить статьи с английского и монгольского языков. Если вы не хотите пропустить свежие выпуски моих авторских передач Hip Hop and Travel и рэп-музыка народов мира, подписывайтесь на канал. С вами Кокраш, Peace, до связи!